Салимес Зерме, всем добрый день, кому-то добрый вечер, кому-то доброе утро, смотря кто в какое время смотрит наш подкаст. Сегодня у нас интересный выпуск, сегодня у нас декан школы исследования Карлыгаш Аскеровна. Вот, добро пожаловать, я біздің подкастқа. Немного расскажите о себе, чтобы наши подписчики, зрители понимали, да, кто у нас гость сегодня. Можете немного рассказать о себе? Рахмет, ужас. Я Раиса Карлыгаш Аскеровна. На сегодняшний день являюсь деканом светской школы медицинского университета Астана. На данной должности я всего 1,5 года. Но я, может быть, к этому пришла, потому что имею достаточный опыт, как и практический, научный, образовательный. Дважды я выпускница нашего университета. Вы педиатрию закончила факультет. Наш университет Да, закончила. после вузовского образования докторантуру PhD закончила. Несколько лет опыта работы здесь, и, соответственно, поэтому, наверное, было оказано доверие, назначив деканом исследовательской школы, школа, которая курирует реализацию программ магистратуры, докторантуры. Хорошо, хорошо. Какие качества вы считаете что наиболее важными для успешного лидера именно в академической сфере? Наиболее важные качества, я считаю, наверное, это в первую очередь компетентность твоя, да, все-таки твоя квалификационная компетентность, которую ты получил с опытом, с образованием. И одно из важных — это коммуникабельность, наверное. Коммуникабельность, находить общий язык, как с обучающимися, так с коллегами. Ответственность, справедливость, наверное. Вот эти, думаю, важные качества, которые нужны любому лидеру. И правильность принятия решений. Да, вы правильно сказали, потому что коммуникабельность, я тут полностью согласен. Когда ты лидер, руководитель, да, декан, когда под тобой, получается, люди, да, которые тебе верят, тоже как поддерживают и слушаются, да, тут коммуникабельность должна быть и как с командой, да, и как с другими подразделениями, да, потому что у нас как бы в университете одна цель, да, мы все работаем здесь как бы как сотрудники, получается, выполняем как бы одни и те же задачи, чтобы достигнуть как бы цель, да, одну. Хорошо, такой вопрос. Вы, получается, вот декан школы, да, декан целой школы. Как у вас удается совмещать личную жизнь и вот рабочую сферу? Это сложно, честно скажу, да. До скольки вы на работе остаетесь? Я вот видел последний раз, как вы выходили в 10, что ли? Было такое, такое тоже было, потому видно, что вы фанат работы. Много заданий, опять-таки, как я уже сказала, наверное, важность лидера — это и ответственность. Поэтому возложено много задач, и самое главное — это все, что на тебя возложено, это своевременное выполнение. Поэтому, да, задерживаюсь очень часто на работе. 5:30 уходить удается редко. Да. 5:30, мне кажется, уходят только те, кто вот так выполняет свою работу ради того, чтобы просто выполнить для галочки. А кто вот душой полностью верен и фанатеет от своей работы, мне кажется, они прям остаются. Я вот сам такой. Я могу остаться там до 8, до 10 и до конца как бы проделать свою работу и какие-то планы писать уже на следующий день, да, может быть, на месяц, какую-то стратегию делать. Это круто. А как удается совмещать жизнь свою лично? Никто не жалуется дома? Где вы Нет, ходите? не жалуются. Дети взрослые, уже даже внуки есть. Так что внуки даже есть у вас. Сколько лет внукам? Внуку полгодика внучки и 3 года внуку. Сын взрослый уже тоже. Не ищет? А бабушка хайда? Они в другом городе. В другом? Поэтому, пока я в отпуск удается выезжать и побыть с внуками. Да, потому что многие, наверное, студенты, которые смотрят нас, думают что деканы, там, наши преподаватели, сотрудники, да, все такие строгие, только о работе думают. На самом деле, да, у нас тоже как бы есть дома семьи, да, мы тоже как бы нас дома ждут и так далее. Но это круто, то, что мы можем совмещать это все. Стараемся возмещать и культурную программу реализуем, на концерты, в театр стараемся ходить. Да, для себя? Для себя, конечно. Все-таки в этом отказывать себе тоже не надо. Хорошо. Давайте теперь вопросы более о развитии именно вашей школы, да? Какие тенденции именно в области медицинских исследований вы считаете наиболее перспективными на ближайшее время? Я хочу сказать, что мы реализуем, так как я уже говорила, докторантуру и магистратуру. В докторантуре это, конечно, больше большие глобальные исследования, потому что каждая докторская диссертация должна выпускать уже какое-то решение какой-то научной проблемы. Так?
Поэтому здесь у нас исследования в области медицины, в области как и организации здравоохранения, так и клинические, в области клинических специальностей. Да. В магистратуре это больше исследования связаны с анализом какой-то проблемы, но у нас есть целый пул программ, это профильная магистратура, там экспериментального характера в области управленческих решений. И есть программы, бизнес-программы MBA и MBA, там тоже в области управления решения. Да? Но касательно, например, докторантуры, у нас даже в государственном стандарте прописано, что в докторантуре исследования должны носить характер реализовываться в рамках стратегии государства, либо в рамках больших научно-исследовательских проектов Министерства науки и высшего образования. Так что у нас работы связаны зачастую, я вот думаю, что должны быть исследования в рамках больших научных проектов вуза. Больше идти на масштаб. Больше идти на масштаб, да. Круто. Еще добавить? Ну и, конечно, каждое исследование докторантуры должно выдавать решение какой-то научной проблемы. То есть выход должен быть, да. А какие вот вы стратегические инициативы уже внедрили в вашу школу? Вот как раз таки, как вы работаете в этом промежутке? Но с момента моего прихода, я думаю, дальше, до этого было, конечно, налажено, что программы докторантуры, они с 2008 года идут, и магистратуры, да, научно-педагогическая. Но вот последний год мы активно внедряем, реализуем профильные программы смежных направлений. Это, я считаю, одно из стратегических таких. Вот, к примеру, это программа геронтологии, профильная, программа биологической безопасности, программа нутрициология, программа клиническая психология. Это смежные направления, которые возникли с учетом потребностей существующей нашей проблем в системе здравоохранения. Да. Это одно из стратегических, что мы реализуем активно, расширяем спектр программ профильной магистратуры. Второе, то, что мы вот с этого года нам выделены внутривузовские гранты на подготовку в докторантуре. То есть у нас на сегодняшний день в ВУЗе назначена задача повышать остепененность преподавательских кадров в ВУЗе. Да, она сейчас у нас недостаточная. И один из механизмов к ее повышению — готовить своих кадров с учеными степенями. И грантов мы получаем не так много от Министерства здравоохранения и Министерства науки. В связи с этим ВУЗ на себя взял обязательство готовить за свой счет в докторантуре. Вот в этом году впервые выделены внутривузовские гранты. Да. То есть это внутренние гранты? Это внутренние гранты, не государственные, да. ВУЗ готовит для себя. Ну, обязательно с обязательством в дальнейшем отрабатывать в ВУЗе. А сколько должен отрабатывать? 5 лет. 5 лет? 5 лет как минимум, Он должен в университете работать или в сфере медицины? В университете. Именно в университете? Именно основная его деятельность должна быть в университете. То есть он приносить вклад должен в деятельность университета, в подготовку кадров. Хорошо. В университете, да. Он бесплатно учится? Он учится бесплатно, но не получает стипендию. Не получает. Ну да, это везде такая практика есть. Если внутренние гранты выдаются, то без стипендии. Но зато перспектива какая. Да. Сразу, получается, он трудоустроен, да? Как минимум. Хорошо. Окей, вот здесь сразу добавляю к этому вопросу. Как вы вот оцениваете, вот, получается, вот в вашей школе, есть ли моменты, где вам как будто, ну, как лидер, как руководитель, по-любому вы же как сверху смотрите стратегически. Есть моменты, мы можем рассказывать, где что-то как будто бы не хватает. Есть ли такие у вас моменты? Ну, конечно, есть. Там что-то улучшить надо, допустим, да, там, может быть, надо что-то там, допустим, там добавить, да, изменить. Вот такие моменты, если вы расскажете более подробно. Конечно, как и в любой сфере, наверняка недостатки и что-то улучшить тоже обязательно есть. Например, в докторантуре обязательно условие должен быть научная стажировка за рубеж, чтобы к своему зарубежному руководителю, для того, чтобы у докторанта была возможность изучить опыт новых технологий или у зарубежного партнера. Но у нас в связи с этим есть трудности своевременно направлять. Иногда нет возможности достаточного финансирования. Не всегда готов сам докторант к этому вовремя, например, то есть один из недостатков. Потом у нас очень иногда возникает сложность в подборе научных руководителей, потому что руководители у докторантов, магистрантов должны соответствовать по публикациям. Есть такое законодательное требование. Об этом в курсе сами? Все в курсе, да. Это прописано и студенты, и научные руководители, и преподаватели наши. Это нужно
Это к чему ведет, к чему мотивирует, чтобы наши преподаватели, профессора больше публиковались, как в зарубежных международных Это рецензионных очень журналах, важная информация. как и в казахстанских журналах, потому что, чтобы быть руководителем у магистранта, должно быть определенное количество статей на последние 5 лет. Вот с этим мы сейчас стараемся, работаем, стараемся подбирать научных руководителей. Окей. А какие вот вы, как вы считаете, современные технологии или методики, да, нужны сейчас для будущих врачей? Вот, ну, имеется в виду, что вот именно не хватает, допустим, да? Мы сейчас все врачи, допустим, условно, не только врачи, да, вот все, кто выпускается вот после магистратуры, после докторантуры, допустим, да, есть какая-то практика, есть какая-то теория, но не хватает что-то такое инновационное. Вот. Есть такие моменты у вас? Либо же уже внедрены, может быть, какие-то моменты инновационные у вас? Ну, что касательно подготовки магистратуры, докторантуры, это же одно из разделов подготовки, это научно-исследовательская работа. У них должен быть доступ к лабораторным базам, доступ к литературным международным базам международной научной литературы, да? Доступ, опять-таки, я уже сказала, выехать в зарубежный вуз-партнер, да, или в наш казахстанский научно-исследовательский институт другой. Вот мы должны обеспечить такой доступ, чтобы они смогли квалифицированно, нужным образом провести свое исследование. Вот докторантура, магистратура, вот это как важный компонент. Инновационное то, что мы заключаем договора, например, с научно-исследовательскими институтами, с Центром биотехнологий, например, Назарбаев университета, где они предоставляют доступ к своим лабораториям. У нас в нашей библиотеке нашего вуза есть достаточный пул баз международных научной литературы, куда у наших докторантов, магистрантов есть возможность доступа к литературе. И инновационно еще то, что мы приглашаем зарубежных специалистов, профессоров для чтения лекций. Это круто. Это круто. Получается, зарубежный опыт, зарубежную практику мы уже понимаем. Зарубежные методики, анализа каких-то данных больших. Да, вот сейчас у нас в этом году был профессор с Назарбаев университета, который провел мастер-класс по работе с большими базами данных, медицинских данных по заболеваемости и так далее. Специально для докторантов. Хорошо. Тут получается вопрос от подписчика. Какие современные, это я уже задал, такой же вопрос. Тут следующий вопрос. Какие шаги вы предпринимаете для того, чтобы поддерживать высокий уровень научных и образовательных стандартов в вашей школе? Какой высокий уровень? Мы начинаем со входа. Да, на этапе приема. Особенно в докторантуру мы уже стараемся принимать уже заведомо запланированной темой исследования. И оценивается на вступительном экзамене, оценивается уже актуальность и научная новизна будущей темы. То есть уже не просто так человек, который соответствует, имеет степень магистра, не каждый, а только тот, кто заведомо себя представляет как уже будущий ученый-исследователь с определенным научным заделом и с видением своей научной проблемы, и с видением ее пути решения. Поэтому при поступлении в докторантуру претендент предоставляет уже аннотацию, где он четко прописывает актуальность исследования выбираемого, да, и его цель, задачи, методы и ожидаемые результаты, чтобы мы уже понимали, что он предполагает, что он запланировал и какой выход у него будет. Для нас это важно, потому что на выходе он должен своевременно защищаться. Вот это касательно докторантуры, да. Хорошо. И у магистратуры также? В магистратуре, но у нас в магистратуре немножко не так, потому что у нас, к сожалению, на сегодняшний день в Казахстане прием магистратуры, он централизованный Министерством науки и высшего образования. Они сдают КТ, к нам уже приходит тот, кому предоставил грант Министерства науки. Тут уже мы распределяем их по кафедрам, и по их предпочтениям выбирают они кафедры, на кафедре вместе с руководителем они выбирают тему. Но там уже критерии магистратуры немножко другие. Он не должен выдавать какой-то новый результат, он должен провести анализ какой-то проблемы своего сфере. Вот вы сказали тему, да, должен. Да, это тема чего? Дипломной работы или чего? Магистерская диссертация. То есть диссертация, да. На выходе в магистратуре магистрант выпускается не по экзамену, а по итогам защиты магистерской диссертации.
Да. Это важно да. знать, потому То что... есть он демонстрирует свои навыки, качества как исследователя на выходе. Мгм, мгм, Мгм. мгм. Хорошо. Вот меня самого интересует. Я сам вот магистратуру заканчивал, я как бы магистр экономических наук, маркетинг я заканчивал в Алмате. Вот, какие качества и навыки как бы в будущих поколениях исследователей будут наиболее востребованы именно в медицинской сфере? Как вы считаете? Но опять-таки это та Это же компетентность, да, он ага, как специалист, и исследовательские качества. исследовательские Да, качества. в То первую есть очередь человек исследовательские качества, да. должен уметь исследовать. Аналитические, исследовательские качества. Мгм, Это и экспертные. мгм, Одно мгм. из важных, да. Мгм, Мгм. мгм, мгм. То есть человек должен уже понимать, да, то, что Мгм. он уже, если он поступает на магистратуру, там, на Мгм. докторантуру, то, что уже как бы там другие, получается, как бы темы, другие там стандарты и так далее. Он должен уже осознанно поступать, мне кажется, да, на магистратуру. Ну, здесь очень важен навык работы с научной литературой, Мгм, навык планирования, дизайна своего исследования, мгм, навык уже работы с результатами, да, это мгм, статистические исследования, это методы исследования, к примеру. Если он прикладное исследование, то это работа в лабораториях, да, это уже специфические навыки мгм, лабораторные, да, для того, чтобы получить результаты по своему исследованию. мгм, Ну и в итоге это аналитические, экспертные, исследовательские навыки должны быть. мгм, мгм. Круто, круто. Мгм. Хорошо. Сейчас какой-то набор идет у нас на У нас зимний, магистратуру? зимний прием сейчас Ага, закончился до 10 ноября, но мы продолжаем прием на профильную магистратуру. круто. Да, На я еще, заметку. еще Мгм, хотела сказать, да, то, мгм, что в этом году, в 2024 году, в 600-й приказ по приему в высшее учебное заведение введено новшество о том, что в профильную магистратуру можно принимать лиц, имеющих стаж работы 10 лет и более мгм. по профилю выбранной программы, либо имеющих 5 лет стажа руководящей должности. Мгм. Таких лиц мы можем принимать без комплексного тестирования на платной основе. То есть они не сдают, просто Не сдают, да, по достаточно собеседованию. иметь опыт, да? Опыт, стаж, ну, опыт по профилю данной программы. Внутренних Да. экзаменов нет никаких? Ну, собеседование. Собеседование. Ну, он на собеседовании представляет себя, Мгм. представляет цель, представляет эссе о себе Мгм. и предполагаемую тему магистерского проекта. Это круто, это Да. очень классно, потому что все, наверное, магистранты думают, ну, у людей опыт реально может быть есть, да, 5 лет там на руководящих должностях, либо уже 10 лет, да, как до этого сказали. И они все, наверное, думают, то, что мне нужно сдавать КТ. Тут получается идеальная возможность, вот, хорошая информация такая сказана, ценная, то, что без экзамена можно поступать. Это круто. Собеседование, думаю, там Это практически все уникальная проходят, да. возможность, ну, потому что статистика показывает сдачи комплексных тестирований в Мгм. Национальном центре тестирования, что порядка 60% не могут сдавать комплексное тестирование, потому что люди уже давно закончили вуз. Эти А, знания, да, да, им сложно знания, пройти да. комплексное тестирование, Да, да, поэтому, мне кажется, нужно сразу да. заканчивать и поступать, если Вот, хотите дальше продолжить. да, вот Во-первых, поэтому. ты как бы молодой, да, у тебя вообще свежий как бы мозг, не то что как, голова свежая, и ты сразу понимаешь, что ну, лучше сейчас закончить, чем нежели какой-то перерыв брать. Это круто. Еще Хорошо. хотела, прошу прощения, отметить один момент, что в Мгм, этом году нашим руководством принято тоже новое управленческое решение мгм. по внедрению льгот и скидок при оплате за обучение на Классно. платном обучении в магистратуре. Этого не было раньше. Мгм. Очень хорошие скидки, льготы, если ты выпускник нашего вуза, если ты сотрудник нашего вуза, если ты сотрудник и твой ребенок поступает в магистратуру, Если не допустим, да. ошибаюсь, до 50%, да? Да, если ты работаешь в вузе 4 и более лет, 50%, понимаете? 50%. Если ты выпускник нашего вуза и у тебя диплом предшествующего уровня красный диплом, то Мгм, тоже 50%. мгм. То есть это большое, это То есть такое, это для сотрудников вы сказали, для да? сотрудников 4 Ага, и более лет, ага, 50. ага. Если меньше 4 лет, 30%. 30%. Да, Ну, по-любому это, какая-то скидка да. есть. Ага. Круто, круто. М. А вот вы сказали, то, что если кто-то учится здесь, Мгм. не то, что как Сотрудник, родственные, сотрудник и его ага. ребенок хочет поступать в нашу магистратуру, докторантуру, к Там тоже примеру. скидка. Там тоже скидка Ага. 20%. 20%. Да. Это круто. Мгм. Мгм. Если примерно посчитать, да, там общую сумму, да, 50% это На нормальная весь сумма. период обучения. Да, на весь период обучения Мгм. нормальная сумма такая остается у вас в кармане. Да. То есть максимально Это какой-то... хорошая мотивация для того, чтобы привлекать на наши программы. Да, Да. да, да, да. Мгм. Нужно про это говорить. Мне кажется, кто даже сейчас, если подкаст смотрит, вы понимаете, да, то, что можно, если студенты смотрят, а если вы закончили, получается, наш же вуз, да, вы можете как бы со скидкой к нам еще поступить на магистратуру и дальше учиться у нас
также со скидкой. То есть это знак того, что мы поддерживаем своих студентов. Да. Так, такой вопрос. Более такой личный вопрос. Что вдохновляет вас продолжать работать в такой как бы сложной, такой требовательной сфере? Да, Один из хороший последних вопросов. Ага. Спасибо за вопрос. Вот честно скажу, мне нравится работать с нашими магистрантами, докторантами. Когда я много консультирую, много им советую, много им направляю ко мне. И люди приходят ко мне с советом, на какую программу выбрать, куда именно пойти поступать. Я в первую очередь спрашиваю, для какой цели, для чего вам нужна эта магистратура, для чего вы идете учиться магистратуру, докторантуру. Если человек объясняет свою траекторию, то я уже предлагаю ему определенное решение, да, советую. И когда уже вот в жизни это реализуется на самом деле, и это действительно, мне кажется, приятно намного. Конечно. Да. Это любовь к своей работе, честно, это любовь к своему вузу. Поэтому без такого теплого, должного отношения к работе, мне кажется, ты хорошего результата не получишь. Это то есть чуть-чуть даже про мотивацию, да? Да. Которая помогает вам сохранять полностью продуктивность на вашей должности, на вашей работе. Хорошо. Теперь последний вопрос. Каковы ваши направления, то есть ваши деятельности, как они востребованы вообще? Непосредственно докторантура, магистратура, насколько она востребована, да? Ну, да, школы, да, школы, да. Ага. Вот это очень хороший вопрос. Магистратура, во-первых, у нас 3 направлений реализуется программа. Это научно-педагогическая магистратура, профильная магистратура и магистратура программы MBA и MBA. В научно-педагогической магистратуре идут люди, для которых в будущем остаются у нас преподавателями на кафедрах. Либо это научные сотрудники научно-исследовательских институтов и лица, которые в дальнейшем планируют после этого идти в докторантуру. Это прямой путь. Это для реализации себя как исследователя, как педагога в системе медицинского образования. В профильную магистратуру идут в основном лица, которые в дальнейшем желают продвинуться по карьерной лестнице в своей сфере, в своем профиле. Даже у нас есть в Министерстве здравоохранения такой приказ, квалификационные требования, где прописано одним из требований на должности руководящие, да, это после вузовского образования степень магистра, лучше всего MBA и MBA. Да. А программы MBA и MBA, они программы направлены на подготовку управленцев в системе здравоохранения, в системе частного сектора здравоохранения. Поэтому я считаю, что наши программы очень востребованы. Очень востребованы. Да, я прямо сейчас слушаю. Хоть у меня нет медицинского образования, я сам захотел поступить. Тут и скидки, и без экзаменов можно поступить, и такая востребованность. То есть это очень круто. Просто то, что до людей это как бы сложно именно как рекламно, может быть, доходит, да, либо уже некоторые люди не понимают ценности, или же просто не знают даже, да. Может быть, не знают. Да. Да. Мы как раз таки управлением маркетинга будем заниматься, как раз таки пишем стратегию. Так что, Сергей, большой рахмет за то, что вы пришли на подкаст. Да. 4-й выпуск на этом подошел к концу. Обязательно ставьте лайки, репосты и просмотры. Набирайте хорошие. Все, рахмет, Сергей.